В работе заседания Кабинета министров принял участие президент Аслан Бжаня. В повестку дня было включено 14 вопросов. По всем были приняты решения. Уважаемые коллеги, на ваше рассмотрение представляется проект постановления Кабинета министров об утверждении протокола номер 3 к соглашению между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству государственного экспортного кредита. Как известно, Республике Абхазия в декабре 2010 года был предоставлен государственный экспортный кредит на восстановление и развитие железной дороги. Условиями кредита была установлена процентная ставка по обслуживанию 2,5 и первоначальный срок погашения кредита 10 лет. Впоследствии в 2012 году этот срок был расширен, реструктуризирован до 2023 года. Далее, в марте 2017 года протоколом номер 2 произошла еще одна реструктуризация задолженности, которая действует по сегодняшний день. Срок реструктуризации был продлен до 2029 года. 19 марта текущего года состоялись консультации и переговоры в Министерстве финансов с руководством, которое ведет это направление, и были наши позиции сближены по еще одному сроку продления реструктуризации. Республика Абхазия сделала предложение с учетом этих обстоятельств, с учетом в том числе и сложившейся ситуации по ковид. Наши коллеги рассмотрели наше обращение и поддержали его. В этом смысле предлагают продлить срок реструктуризации до 2034 года, то есть еще на 5 лет. Коротко для информации хочу сказать, что общие консолидированные расходы по погашению суммы основного долга и процентов по его обслуживанию составляет 1 миллиард 167 миллионов рублей на сегодняшний день. Остаток составляет по сумме только основного долга без учета процента 1 миллиард 276 миллионов рублей. Платежи Республика Абхазия осуществляет 2 раза в год равными долями. По датам это 15 января, 15 июля. На текущий год платежи были обеспечены своевременно и в полном объеме. Общая сумма составила 142,4 миллиона рублей. Реструктуризация до 2034 года приведет к более равномерному использованию средств республиканского бюджета на погашение задолженности, на процентные расходы и сократить ежегодные выплаты свыше 30 миллионов рублей. Ровно 12 лет назад, 10 сентября 2009 года, Боливарианская республика Венесуэла признала независимость Республики Абхазия. Вот. Уважаемые коллеги, я хочу представить вам проект постановления о представлении президенту Республики Абхазия предложения о заключении меморандума о взаимопонимании между Республикой Абхазия и Боливарианской республикой Венесуэла по вопросам сотрудничества и взаимодействия в международных отношениях. Данный проект меморандума, он связан с тем, что это даст нам возможность более активно развивать как наши двусторонние отношения, так и быть представлены на тех международных площадках, где представлена Боливарианская республика Венесуэла. Проект этого меморандума и саму эту работу мы непосредственно обсуждали с министром иностранных дел Боливарианской республики Венесуэлы. Поэтому прошу вас поддержать данный меморандум. На ваше рассмотрение выносится проект распоряжения Кабинета министров о выдаче ОСП «Арс» разрешения на ввоз в Республику Абхазия охотничьих товаров. Проект регламентирован соответствующими нормативно-правовыми актами, регулирующими данную деятельность. В данном случае выносится на рассмотрение проект, предоставляющий право на разрешение ввоза на территорию Республики Абхазия для данной организации охотничьих товаров. С 2012 по 2020 год ОСП «Арс» было выдано уже 15 лицензий. Лицензия выдается сроком на 1 год при условии соблюдения лицензионных требований. Последняя лицензия была выдана 11 марта 2020 года. Срок лицензии истек. На текущую дату задолженность у ОСП «Арс» перед бюджетом нет. Прошу поддержать данное предложение.
ООО «Водный мир» право пользования участком недр в ущелье реки Пшап Гульрипского района. Соответственно, также порядок регламентирован соответствующими нормативно-правовыми актами правительства и, безусловно, законодательством Республики Абхазия, в рамках которых подготовлен проект постановления. ООО «Водный мир» в июне 2016 года решением правительства было предоставлено право пользования участком недр. Соответственно, на 5 лет по истечению срока мы предоставляем соответствующее право также сроком на 5 лет. Прошу поддержать. Представляю вам проект постановления Кабинета министров Республики Абхазия об утверждении правил безопасного обращения с оружием и порядка проверки знаний правил безопасного обращения с оружием, который разработан Министерством внутренних дел в соответствии со статьей 10 Закона Республики Абхазия об оружии. Приложение номер 1 к проекту постановления правил безопасного обращения с оружием определяет обязательные требования при обращении, хранении, ношении оружия владельцам оружия в целях соблюдения личной безопасности и безопасности окружающих лиц. Приложение номер 2 к проекту устанавливает правила проведения Министерством внутренних дел проверки знаний и правил безопасного обращения с оружием и проверки наличия навыков безопасного обращения с оружием гражданами, впервые обращающимися за получением лицензии на приобретение гражданского оружия или непосредственно оказывающими услуги по обучению граждан спортивной стрельбе. Приложение к порядку проверки знаний правил безопасного обращения с оружием являются практические упражнения и форма акта проверки знаний правил безопасного обращения с оружием. Представленный проект прошел согласование с заинтересованными ведомствами и доработан с учетом их замечаний и предложений. В связи с вышеизложенным Министерство внутренних дел просит вас поддержать представленный проект постановления. Министерством юстиции Республики Абхазия и Министерством юстиции Республики Южная Осетия направлен на развитие межведомственных отношений. Предлагается осуществление сотрудничества во многих сферах, таких как обмен опытом между ведомствами, проведение семинаров, лекций, взаимная помощь в целях создания и деятельности международных юридических курсов, отдельные направления, обеспечение защиты интересов, прав и свобод граждан по вопросам, находящимся в ведении органов юстиции. Данное соглашение будет способствовать укреплению связей между министерствами для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Могу доложить вам о том, что в середине июня состоялся телефонный разговор с моей коллегой, госпожой Лалиевой, в ходе которой было достигнуто взаимное намерение о том, чтобы подготовить, подписать соответствующее соглашение, в том числе ввиду того, что наши коллеги по Юго-Осетинскому Минюсту, скажем так, параллельно ведут работу по внедрению технологий, цифровых технологий ведомственного администрирования, в связи с чем вот этот обмен опытом, обмен компетенциями, специалистами, лекциями мог бы оказать существенное позитивное влияние на продвижение тех процессов, которые происходят как в рамках Минюста Республики Абхазия, так и у наших коллег. Поэтому очень прошу вас поддержать данный проект. Спасибо. Это министров о внесении изменения в постановление Кабинета министров от 6 июня 2007 года об установлении ежемесячных выплат членам Союза журналистов Республики Абхазия, являвшимся членами Союза журналистов СССР. В данной редакции предполагается выплаты 29 членам Союза журналистов Республики Абхазия, являвшимся членами Союза журналистов СССР. Это все граждане, которые работали в данной организации при Советском Союзе. Весь список учтен, согласован. Раньше у нас была практика дополнять этот список в случае, если один из входивших в состав журналистов, к сожалению, уходил из жизни. Было дано поручение исправить эту практику и включить всех граждан, которые имели право претендовать на данные выплаты. Данное решение было согласовано с Министерством финансов, администрацией президента. Вот такое было дано поручение. Всех включили в состав, изыскали возможность финансировать эти выплаты. Прошу поддержать данный проект. Проект постановления, значит, о включении в перечень объектов, подлежащих приватизации, комплекс пансионата «Кавказ». Это по улице, по проспекту Ардзенба, значит, в Гагре. Он арендован, этот объект арендован на сегодняшний день. Значит, объект функционирует, но сказать, чтобы он в таком состоянии хорошем,
современном нельзя. Конечно, требуется серьезное капитальное вложение. Нынешние арендаторы выходят с предложением дать им такую возможность. Значит, приватизации мы необходимую техническую документацию подготовили, значит, выносим на рассмотрение в установленном порядке. Если Кабинет министров поддержит и определит условия приватизации, то дальше вопрос, значит, попадет в парламент. Если парламент примет решение о включении в перечень приватизируемых объектов, подлежащих, то будет объявлен конкурс и в установленном порядке будет объект приватизирован. В соответствии с постановлением Кабмина от 2002 года о порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования реестра собственности, значит, мы предлагаем разграничить объект, находящийся по улице Бегуа, значит, за Апсныргылара. Фактически этот объект находится у них на балансе, но при принятии постановления в 2002 году он не был учтен в том постановлении. По какой причине мне сейчас затруднительно сказать, но вместе с тем без решения Кабмина об отнесении, о разграничении этой собственности за тем или иным предприятием, дальнейшая эксплуатация или же дальнейшее использование в том или ином виде неправомерно. Поэтому обращение Апсныргылара мы приняли, мы изучили данный вопрос, вся техническая документация готова. Мы предлагаем Кабинету министров принять это решение, чтобы включить в этот объект в перечень тех, значит, той собственности, которая будет принадлежать Апсныргылара. Мы ничего не отчуждаем, никакую собственность никому не передаем, мы закрепляем за ними в законодательном плане так, как положено. Проект распоряжения дачи согласия администрации Гагрского района на предоставление индивидуальному предпринимателю Мушба ТА в аренду сроком на 10 лет земельного участка площадью 003 га в городе Гагра под установку кафе сборно-разборной конструкции. В соответствии с статьей 84 Земельного кодекса Республики Абхазия, рассмотрев ходатайство администрации Гагрского района, передать согласие администрации Гагрского района на предоставление индивидуальному предпринимателю Мушба ТА в аренду сроком на 10 лет земельного участка площадью 003 в городе Гагра, проспект Ардзенба, под установку кафе сборно-разборной конструкции. Этот проект согласован со всеми заинтересованными министерствами. Да, прошу проголосовать. Главное, что сборно-разборная конструкция не превратилась в бетонную конструкцию. Ну, здесь у них предписание идет, там жироловители, ну, вся экологическая экспертиза, все как бы здесь в проекте все предусмотрено. Также правительство дало согласие администрации Гагрского района на предоставление в постоянное пользование ИП Анзору Мукпа земельного участка площадью 0,04 гектара в поселке Цандрыпш для строительства гостиницы. Кабинет министров также разрешил администрации Гульрыбского района предоставить на постоянное пользование ИП Аркадию Крия земельного участка площадью 0,34 гектара для строительства объекта гостиничного типа. На заседании Кабинета министров президент Аслан Бжани обратил внимание правительства на важность вопросов, касающихся экономической деятельности в стране. Необходимо сделать так, чтобы вот эти заявленные документы превратились в реальные дела и в указанные сроки. Даже из 15 вопросов не 5, а 6 вопросов имеют отношение к экономике. На эту тему я хотел бы поговорить более развернуто сегодня здесь с вами. Сперва была мысль пригласить к себе в администрацию президента, а потом я решил, что надо сэкономить ваше время, свое время и совместить таким образом нашу работу. Ничего плохого в этом я не вижу. Уважаемые друзья, вопросы экономического развития – это вопросы, которые требуют очень серьезного подхода. Требуется динамика. Времена идут у нас быстро, и мы все чаще и чаще сталкиваемся с нерешенными проблемами, которые приносят нам время, и нерешенные проблемы, которые нам достались за последние несколько десятилетий. Вот я хотел бы обратиться к такой проблеме, имеющей отношение к экономике.
налог на землю, к примеру, да? Ченсух Эдуардович, вы сказали, вот сегодня меня проинформировали, подготовили документ. Налог на землю сегодня юридические и физические лица задолжали бюджету более 150 миллионов рублей. При этом ставка на налог на землю у нас очень демократична. И это правильно. Когда этот закон принимался, законодатель, видимо, думал о том, что он в приоритет ставил помощь нашим гражданам, нашим бизнесменам, и поэтому были такие ставки. И это было оправдано. Но время показывает, что такой возможностью не все воспользовались. Мы сегодня имеем картину, когда за землю не платят. Более того, еще более тяжелая картина состоит в том, что эта земля не используется по назначению. Стали доминировать спекулятивные подходы в этом вопросе. И для вас это не является секретом или тайной. Поэтому, уважаемые коллеги, все, что связано с налогами, все, что связано с государственными ресурсами, с такими, как земля, к этому надо будет подходить немножко по-другому. Необходимо сделать так, чтобы земля приносила больший эффект экономике и, в конечном итоге, нашему населению. Более тщательно необходимо все это проанализировать. Я за то, чтобы ставка налога подталкивала человека, у кого находится в аренде этот участок, чтобы он принял необходимые меры. Спекулятивный фактор из этого надо исключить. В связи с этим даю вам поручение, дорогие мои коллеги, особое внимание обратить на эту проблему и ежемесячно информировать администрацию президента о той работе, которая проводится, для того, чтобы более эффективно использовать у нас в стране такой ресурс, как земля. С учетом тех подходов, которые сложились, мы не говорим о том, что мы отчуждаем землю или мы не вносим в повестку дня вопрос его продажи. Нет, мы говорим о ее правильной эксплуатации и о выгодах, которые земля может принести прежде всего нашим гражданам и нашим бизнесменам. Отделить добропорядочных бизнесменов от тех, кто хочет заниматься спекуляцией. Соответствующую работу необходимо провести в каждом районе, и в правительстве я жду, что будут новые подходы. Они должны быть обозначены в ближайшее время. В 2022 году, 2022 год должен стать годом, когда мы получим в этом направлении результат. Или люди, которые имеют юридические лица, за исключением личного подсобного хозяйства, эти земли используют по назначению, или правительство принимает решение о том, что там будут новые арендаторы. 2022 год. Пусть это будет 30 декабря 2022 года. 31-го там бездельников и спекулянтов быть не должно. У них не должно быть земли в целях перепродажи. Что нужно сделать для того, чтобы помочь? Пусть это будут наши граждане, пусть они будут в приоритете. Если у них есть планы по строительству гостиницы, давайте мы им создадим дополнительные льготы. Но деньгами мы помочь не можем, налоговые льготы мы можем, иные льготы. Давайте мы пойдем по этому пути. Но вопрос должен быть решен системно, и меры, которые будут нами предприняты, они должны носить универсальный характер и без исключения. 2022 год должен стать поворотным в этом ключе. Что касается налогов и сборов, что касается деятельности Государственного таможенного комитета, конечно, мы наблюдаем неплохую динамику. Я не буду вдаваться в подробности, почему эта динамика произошла, хотя, конечно же, подробности мы должны знать, мы должны понимать, какие законы работают в этой сфере. Я имею в виду законы экономики. Почему нам удалось повысить собираемость, это связано со многими факторами. Но мы должны четко себе понимать, какой ресурс в этом вопросе таится, где мы не дорабатываем. Вот сфера туризма, уважаемый министр, вот скажите мне, пожалуйста, гостиничные, объекты, гостиницы, которые работают в этой сфере.
Какая средняя заработная плата в отелях у нас? Кто может эту сумму назвать? Министр по налогам и сборам пока молчит. Вот можете вы назвать в Гагарском районе какая зарплата? Какую зарплату ательеры показывают? С какой заработной платы идет начисление налогов, подоходного налога и так далее? Я могу ответить только, проводя мониторинг, который проводит Министерство туризма. Линейный персонал, это низший состав, получает от 15 тысяч до 25. Линейный персонал. Это горничные. А средняя заработная плата на объектах какая? Средняя заработная плата в объектах размещения в летний курортный сезон 25 тысяч рублей. На каком объекте такая заработная плата средняя? 25 тысяч рублей это где, мой друг? В большей части объектов, Аслан В Георгиевич. большей части объектов. Это то, что у нас подпадает под налоги, или то, что каким-то другим образом выплачивается? К сожалению, мне сложно ответить на это. А это ключевой вопрос. Значит, информирую вас, уважаемый министр и члены кабинета министров. Средняя заработная плата в отелях. Например, отель объединения пансионатов курорта Пицунда. В январе 13 тысяч, в феврале 18 тысяч, в марте 18 тысяч, в апреле 8 тысяч, в мае 22 тысячи, в июне 20 тысяч, в июле 25 тысяч, в августе 26 тысяч. Возможно, это корректные цифры, вы это посмотрите. Отель Самшитова роща. В январе 13 тысяч, в феврале 12 тысяч, это средняя заработная плата, в марте 13 тысяч, в апреле 13 тысяч, в мае 13 тысяч, в июне 13 тысяч, в июле 13 тысяч, в августе 13 тысяч. Гагра Амра Интернешнл 11 тысяч, 8 тысяч, 9 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч, 9 тысяч. Товарищ министр, там картина такая. Буду зачитывать дальше, если хотите. Ну, например, Ассоциация предприятий Минатома. Там совершенно другая картина. 24 тысячи, 25, 15, 30, 34, 33. Ну, давайте мы посмотрим цены на этих отелях. Как-то странная такая картина получается. И что самое интересное, картина, знаете, в чем состоит? В том, что самая высокая заработная плата сегодня на объектах средняя в селе Тамыш, там, где отель всего 2 звезды. Там заработная плата чуть больше 34 тысяч рублей. Не кажется ли вам это странным, уважаемые министры? Эти данные у вас должны быть на столе каждый день. Министр по налогам, министр по курортам, министр внутренних дел. Принять к сведению то, что я вам сказал, и начинать работать. И выводите всех из тени. Так быть не может. Так быть не должно. А вы знаете, почему тут такая картина складывается? Вы посмотрите, кто собственники, и многое станет вам ясно. Есть собственники, которые уважают закон и платят по закону. А есть собственники, которые не хотят уважать закон. Их надо заставить это сделать. Не буду углубляться, но буду с вас за это спрашивать. Эти вещи надо знать наизусть. К 2022 году всех привести в чувство. Объявления висят. Прачек берут в Гагры на работу за 30 тысяч, не могут найти. А тут, видите ли, за 10 тысяч находят таких людей. Где они их берут, таких за 10 тысяч рублей? И попытка кого обмануть? Своих граждан, свою страну. Люди хотят перемен, и это нормальное явление. С нашим приходом, с приходом новой команды в 2020 году были такие ожидания. У значительного количества людей эти ожидания остаются. Перемены связаны со многими факторами. Есть знаковые явления, есть места сакральные, есть дела, которые имеют сакральное значение. Вот мы въезжаем в нашу симпатичную республику, в первый город, и сталкиваемся, проезжаем мост с очень красивым зданием, которое заброшено, но у которого есть собственники, торговый комплекс.
Далее, напротив колоннады, я не все перечисляю. Я прочитаю объекты, которые определяют и определяли облик нашей страны. Объекты, которые вызывали восхищение, восторг и любовь к нам с вами. И объекты, которые сегодня стоят и разрушаются дальше. Я не знаю, кто владельцы этих объектов и у кого они в аренде. В 2022 году там должны начаться строительные работы на этих объектах. Или там должен появиться новый собственник в виде государства или инвестора. Это не интересует, откуда он возьмется. Наших граждан интересует решенная проблема. Дальше едем. Олимпийская база. Въезжаем в наш город, санаторий Геловани. Выезжаем на нашу набережную, роскошная гостиница «Абхазия». Идем по набережной в сторону Маяка, бывшая гостиница «Тбилиси», бывшая гостиница «Сухуми», ресторан «Амра», ресторан «Эльбрус», ЦУМ, недостроенная гостиница. Значит, что у нас еще тут осталось? Здание ЗАКВО. Выезжаем из Сухума, поместье Смитского. Это все должно быть восстановлено. Найдете в ближайшее время владельцев, арендаторов. Скорее всего, это наши граждане. Спросите, что им нужно. Денег у нас нет, какие-то льготы, пожалуйста, мы на это дело пойдем. В 2022 году, если они не выйдут на строительные площадки по согласованным проектам, 2022 год, это 3 месяца сейчас и целый год впереди, то мы с вами находим других владельцев. Меня упрекают очень часто, что я лоббирую интересы богатых иностранных инвесторов. Я буду лоббировать интересы наших граждан, а не богатых иностранных инвесторов. Мой маленький опыт управления государством показал, что иностранные инвесторы более ответственно относятся к нашим законам, платят больше. Обратите внимание, дом отдыха Росатома и иностранный инвестор в селе Тамыш. Сколько платят они и сколько платят другие товарищи. Поэтому примером будут вот эти объекты. А если вы создадите, а вы можете это сделать, еще лучший пример, я буду вам аплодировать. И мы будем работать дружно дальше и вместе. Системный целевой подход. Даю поручение правительству. С сегодняшнего дня занимайтесь этой проблемой. Каждый месяц письменно информируйте администрацию президента о том, что сделано. Документ пишите с реквизитами, чтобы я видел, что происходит, и мог поблагодарить автора документа или спросить с него, почему работа ведется или хорошо, или плохо. Пришло время решать эту задачу. Строительные краны, которые будут стоять повсюду, стук молотков, когда будут чинить кровли, это народ успокаивает больше, чем наши с вами слова. И места рабочие. Сколько потеряло государство от того, что эти объекты простаивают? Вот 4-5 отелей, которые в Сухуми можно было восстановить, это 1000, а может больше рабочих мест. Посчитайте, сколько семей могли жить сыто, какие деньги поступили бы в бюджет. И только потому, что кто-то хочет извлечь спекулятивную выгоду, мы это должны терпеть. Так что ли? Я думаю, что здесь нет таких людей, которые это будут терпеть. И нет тех людей, которые это будут саботировать. Имейте в виду, эта тема принципиальная. Мы составляем программу социально-экономического развития. Там целевые показатели, очень серьезные целевые показатели к 2025 году. А как мы к ним придем, если не будем решать такие фундаментальные вопросы? Каким образом можно будет решить такую задачу? И для чего мы работаем, если мы не сделаем существенные шаги вперед в области экономики, за которым последует социальная сфера, сфера образования, культуры. Это все замыкается на этой сфере. Все наши активы недооцененные. Мы должны раскрыть потенциал наших активов. Да, приоритет наш инвестор местный. Да, приоритет наш бизнесмен, если он хочет и готов работать.
без спекулятивных подходов. На этом замешана масса интересов. На этом мы можем потерять какое-то количество людей. Кто-то от нас может отказаться. Но мы не работаем, я лично не работаю на какое-то количество людей. Я работаю на все население Абхазии, на тех, кто меня и избирал, и не избирал. Это все граждане Абхазии. Для меня важно, чтобы они себя чувствовали здесь комфортно и уверенно. Это суверенитет нашего государства. Не болтовня вокруг суверенитета, а реальный суверенитет, когда он наполнен экономическим содержанием. Без того, чтобы открыть экономику, без того, чтобы вложить в экономику инвестиции, придумывайте любые механизмы. Пусть инвестор доминирует местный. Я не имею ничего против, я только за. Но будем проводить трезвый анализ. Есть такие возможности или нет? На каждой стройке, если будет выше всего стоять абхазский флаг, я только буду радоваться этому. Но вопрос номер 2. Есть там стройка или чей флаг? Тогда я выберу вопрос номер 2. Главное, чтобы там стройка была, потому что это накормит абхазские семьи и семьи наших граждан, а не каких-то 2-3 наших граждан, которые из этого хотят извлечь сверхприбыль. Я вижу потенциал в этой команде. Он есть. Бояться не надо. Это рискованно. Конечно же, ломать стереотипы, ломать устоявшиеся связи и подходы, наступать на чьи-то интересы. Но еще более рискованно ничего не делать. Для нашего государства прежде всего. Значит, каждый отраслевой министр в деталях должен знать все, что у него происходит, наизусть. На каждом вашем совещании я буду здесь очень часто. Причем моя повестка дня с вами согласовываться не будет. Но все это будет иметь отношение к вашей работе, к вашей отрасли. Вопрос-ответ. Не получил 2 раза правильный ответ, не зачет. Не зачет, остался на 2-й год, команда ушла вперед. Год мы поработали, слава богу, все вникли в проблематику, и новые руководители, и руководители со стажем. Пришло время спрашивать. То, что формируется в виде программы, это будет реализовано. Это очень важно перед собой ставить цели и идти к ним. Так устроен мир, который имеет определенные результаты. Но если по какому-то курсу не грести, если нет маяков, если нет ориентиров, то водой может вынести куда угодно или прибить обратно к берегу. А с учетом того, что за нами наша страна, это будет вызывать большое количество вопросов. Поэтому вот эта программа, над которой работает правительство и администрация президента, мы должны будем ее реализовать. Будут, конечно, бить, камни метают в дерево, на котором висят плоды. Высохшее дерево никто камни не метает. Это все будет. Тем не менее, несмотря на это, надо будет идти вперед. И еще один вопрос, на который я хотел обратить ваше внимание, заострить ваше внимание. Вот здесь присутствует Ирина Шотовна. Я попросил, чтобы ее пригласили. У нас с вами был вчера разговор, Ирина Шотовна. Так, да? Мы говорили о более активном взаимодействии руководителей министерств и ведомств с телевидением. Мы это обсуждали. Здесь, товарищи министры, уважаемые, будете взаимодействовать часто. Я это буду контролировать, и будете бывать на телевидении, в том числе вести дискуссии с нашими оппонентами. И мы будем смотреть, кто из вас более подготовленный. У оппонентов тоже кое-чему можно научиться. Очень многому можно научиться. Не бойтесь общаться с ними, при этом отстаивать свой курс. Вот есть министры, которые появляются более или менее регулярно, да? Есть министры, которых не видно. За исключением представителей службы госбезопасности, все там должны быть регулярно и часто. Если у нас есть такие руководители, которые боятся телевизионного экрана, надо быстро эту фобию вылечить или поменять руководителей. Потому что о той работе, которая ведется, информацию надо доводить до нашего населения. Уже складывается такое настроение, как лидер оппозиции, вот когда одно и то же говорят 10 раз, 100 раз, насаждают, это может стать доминирующим настроением. Некомпетентные, непрофессиональные, ничего не делают. Понятно, кто и откуда это все исходит. Это оставлять без внимания ни в коем случае нельзя. В информационном плане не дорабатывает ни администрация президента, ни кабинет министров. Это правда.
И на это надо будет обратить особенное внимание. По всем направлениям, вот такой талмуд у нас того, что сделано в плане противодействия ковиду. Все министерства и ведомства были задействованы. Что еще? Я не знаю, что еще можно было сделать. Об этом надо говорить постоянно. Мы должны перебить этот фон, который формируется. О последствиях ЧС, работа, которая сделана, планируется к тому, что будет сделано что-то. Не так просто эти деньги изыскать и отдать его в народ, нашим гражданам. Работа идет. И все это надо делать в сравнении с тем, как это делалось, чтобы все видели динамику. Я не знаю ни одного министра здесь, пока я такого не знаю, может, я ошибаюсь, у меня нет полной картины, который, как руководитель, не сделал бы в своем ведомстве шага вперед. Если о сравнении говорить. Ну, конечно, надо 2 шага делать, научиться. Год прошел, уже опытные, уже на одну и ту же проблему, если он тратил год назад 10 часов, сегодня 2 часа, уже наработанный опыт, наработаны подходы. Поэтому, Ирина Шотовна, можете ко мне обращаться. Обратились к руководителю, отказался от интервью или сорвал интервью. Бумажку в администрацию президента. Бумажку. Иванов отказался. Александр Латинскович, вот на последней нашей встрече 21 августа мы говорили о информационной работе, которая должна была вестись в ведомствах. Я это не буду раскрывать. Вы, наверное, поняли, о чем идет речь. Я все-таки жду. Я жду информации обратной, что у нас там происходит. Коллеги, мои дорогие друзья, можно решить большое количество проблем правильным и вовремя сказанным словом. Вы не расслабляйтесь, меньше отвлекайтесь на похороны и свадьбы. Быть министром – это очень большая ответственность. И у министров не должно быть свободного времени. Все должны быть очень легкие на подъем и подтянутые. Заместитель министра внутренних дел, вот для того, чтобы обрадовать присутствующих. Как у нас обстоят дела с тяжкими преступлениями? Цифрами владеете? Раскрываемость 19-20 год составляла порядка 67-68%. На сегодняшний день она составляет 75%. По всем видам преступлениям, тяжким, особо тяжким, у нас наблюдается снижение и рост раскрываемости данных преступлений. По линии госавтоинспекции у нас зарегистрировано 113 ДТП, количество погибших на сегодняшний день 23 человека. За прошлый год количество погибших было 64 человека. То есть у нас снижение практически в 2 раза. Далее на заседании правительства обсудили дополнительные вопросы, в их числе ситуация с задержкой вагонов с топливом, доставляемых в Абхазию. Коротко проинформирую, какая сейчас ситуация на топливном рынке. В принципе, мы давали небольшую информацию относительно того, какая сложилась ситуация, связанная с определенными затруднениями, которые были связаны с доставкой топлива в Республику Абхазия. На данный момент, на 10 сентября, объемы ввезенных нефтепродуктов составили 5,9 тысяч тонн. Среднесуточный объем реализации, соответственно, составляет порядка 500 тонн. Ну, по суткам он меняется, плюс-минус 30, 20, 50 тонн, в зависимости от потребности, но в пределах 500 тонн. Остатки нефтепродуктов на 9 сентября 4000 тонн. Объемы оплаченных нефтепродуктов, соответственно, также на 9 сентября 6200 тонн. Объемы отгруженных нефтепродуктов составляют 4851 тонну. Хочу сказать, что данная ситуация находится сейчас на очень серьезном контроле со стороны правительства. Это вызвано тем, что сложности, которые есть на Северокавказской железной дороге, пока имеют место быть, и мы ожидаем, что, скорее всего, во второй половине сентября ситуация может немножечко улучшиться. Тем не менее, для того, чтобы не было спекуляций вокруг этой темы, хочу коротко сказать, просто в виде некоторых цифр. В среднем доставка груза в Абхазию в обычное время в межсезонье занимает от 7 до 10 дней. Этим летом в отдельных случаях доставка груза занимала 2, а то и более месяцев. 223 вагона с топливом, доставленные в Абхазию в августе, прибыли с опозданием в месяц. По графику они должны были быть доставлены на стыковую станцию Цандрипш
еще в июле текущего года. 395 вагонов с углем, это уже просто для статистики, и еще 104 коммерческих вагона также были в Абхазию доставлены с существенной задержкой, более чем в месяц. В общей сложности 722 вагона за этот период с июля месяца были доставлены в Абхазию со сроком задержкой более чем в 1,5 месяца. Это все говорит о том, что, к сожалению, сложности присутствуют, но тем не менее российская сторона в лице Министерства транспорта Российской Федерации и РЖД нам активно в этом вопросе помогает, и я думаю, что мы эту задачу в состоянии решить. Обычно доходили к нам вагоны с топливом. В межсезонье вагоны с топливом доставляются в Абхазию в среднем от 7 до 10 суток. Что было в июле, в августе? Более месяца, а то и 2 задержки. У нас были вагоны, которые выходили с завода в июле месяце и были доставлены в сентябре. Но это определенное количество. А в общей массе это в среднем 1,5 месяца. То есть правительство Абхазии не распространяет никакие сведения, порочащие Северокавказскую железную дорогу и в целом российскую железную дорогу. Мы говорим объективные вещи, что столько времени доставляются грузы, к сожалению. Таковы обстоятельства, таков поток пассажирских поездов на юг. И приоритет отдается, да, Кристина Константиновна, пассажирским поездам. И большинство грузов уходят на стоянки временные. Но эти временные стоянки оказываются длительными. И все наши обращения в адрес российских железных дорог, все обращения были поддержаны. Нам еще помогли серьезно ускорить доставку вагонов сюда с топливом. Никто ничего умышленно не делает. И никаких сговоров нет ни у кого, ни с кем. Таковы обстоятельства. И мы самостоятельно их преодолеть не можем. Поэтому возникли некоторые сбои, не очень заметные, кстати, если их не раздувать. Но раз такая практика получилась, сейчас мы установили ежесуточный мониторинг. Если хотите, каждый час. Вот как суточная сводка МВД приходит к нам каждое утро, вот так вот ко мне на стол ложится каждое утро сводка о том, что происходит на этом рынке. Вплоть до последнего литра. Какие запасы, сколько оплачено, сколько в пути, и где это все находится. И будем это дальше делать. И дело не в подорожнике. Совершенно не в подорожнике дело. Подорожник самый слабый пока продавец топлива на абхазском рынке. Так, Кристина Константиновна? Ну да, мы статистику сводили, так и есть. И подорожник родился не сегодня, а несколько лет назад. И если есть вопросы у пресс-службы ФНЯ, то можно задать их. Какие проблемы? Если это намеки, толстые намеки на тонкие обстоятельства, я лично готов дать ответ на эти вопросы, пожалуйста. А что плохого в том, что появился кто-то еще, который построил красивые заправки, где работают наши граждане? Не об этом говорил здесь Аслан Георгиевич. Что в этом плохого, что к нам пришла Роснефть и работает на этом рынке с 2010 года? С 2010 года Роснефть с 8-7 миллионов ежегодно платит больше 600 миллионов рублей в бюджет и во внебюджетные фонды. Эта сумма уже вот на вчерашний день примерно 2 миллиарда 700 миллионов за все эти годы. Что в этом плохого? А кто работает на объектах Роснефти? Понятно, скажут, Анкваб снова лоббирует Роснефть. Роснефть крупный инвестор и работает в Абхазии успешно. И чем больше будет таких инвесторов, тем лучше для экономики Абхазии. Это, надеюсь, простые и понятные вещи. А если не было бы такого поставщика, как Роснефть, тогда как? Наш Абхазтоп с этим совсем справился бы. А если не было бы крупных частных компаний, как Азид,
Что тогда? Государство персонально должно было заниматься поставкой нефтепродуктов. И мы будем поддерживать таких инвесторов. А что есть другие пути? Самостоятельная абхазская экономика. А такого быть не может. По определению. Ресурсы-то другие. Нефтепродукты нам откуда взять сейчас? А какой сезон? Сколько машин сюда заехало? Какое потребление ежесуточно топлива? Мы сами бы с этим не справились, это точно. И тогда, вот тогда предъявили бы конкретную претензию. А почему не справились? А почему нет? Находятся и те, которые пытаются микромитинги на объектах на заправках организовывать. И такое было. Поручение данные Минэкономики персонально этим занимается. Абхазская железная дорога персонально этим занимается. Постоянно в контакте со всеми поставщиками. Да кто бы ни желал, не будет никаких серьезных сбоев. Не будет. Если сбои будут, они абсолютно будут мелкими, незаметными. Вот такую информацию мы вам хотели дать. Министерство Российской Федерации, которое согласовывает дополнительный объем о беспошлинном ввозе, Министерство энергетики Российской Федерации подписало протокол. Мы сейчас ожидаем, соответственно, Министерство экономики. Доп. Объем на оставшийся период до конца года у нас на беспошлинный ввоз будет. Это позволит держать цену в этих пределах. Этой квотой может использоваться любой поставщик топлива, имеющий лицензию, имеющий контракт на поставку топлива в Республику Абхазия. Там нет никаких особых условий, никаких ограничений. Есть цена на рынке. Как абхазская сторона может придавить кого-то и сказать: ты нам не за рубль продай, а продай за 20 копеек. Цена же не нами придумана. А то, что где-то ниже, ну, наверное, Манан Михайловна, много раз говорили, еще раз скажем. Российское правительство датирует, я правильно выражаюсь? Да, механизм компенсации работает там для того, чтобы держать цены на определенном уровне. Вот и все. Абхазский бюджет не может себе это позволить. У нас нет возможности компенсировать затраты поставщикам в размере 4, 5, 6, 7 рублей. Нет такой возможности. Так сегодня, имею в виду автозаправочные станции, те, кто поставляет, это Роснефть, Транзит, Хан и вот сейчас вот подорожник. Но мы знаем, что в Абхазии до всего этого действовали наши местные предприниматели, которые после войны ставили даже машины, сегодня более-менее построили какие-то автозаправочные станции по всем районам, и они обеспечивали какую-то вот культуру именно продажи нашего ГСМ на всей территории Абхазии. Сегодня они даже создали ассоциацию автозаправочных станций, когда я в одно время имел тоже отношение такое к этому. Но сегодня так получается, что они вот обращались, я просто поэтому говорю, конечно, это здоровая конкуренция, естественно, для потребителя важно, чтобы были красивые автозаправочные станции. Но каким образом можно, вот Кристина Константиновна, вот государство может каким-то образом помочь, чтобы они не вышли вообще из этого рынка, не выпали, не закрылись. Это не маленькое количество коллективов, семей, которые этим занимаются, основной бизнес которых. Можем ли мы проработать какой-то путь, найти что-то такое, что можем представить им там или льготные какие-то налоговые, хотя это, видимо, невозможно, или субсидии, или какие-то кредиты, чтобы они могли как-то не конкурировать тяжело, но чтобы они хотя бы держались в каких-то районах. Вот, можно ли вообще как-то вот проработать, что-то предложить им? В сельском хозяйстве, в рамках российских. А в рамках российских это возможно? Ну, если у нас программа льготного кредитования будет согласована в тех объемах, которые мы предварительно обсуждаем, там будет заложен механизм, который будет предусматривать конкретные направления на использование данного ресурса. Мы можем инициировать данные вопросы, если, в принципе, он будет вписываться в общий контекст реализации программы, надо будет его в индивидуальном порядке рассматривать. Вот сейчас вам сказать, что да или нет, я, естественно, не могу, но такие варианты обсуждать. Но нельзя не учитывать интерес этих тоже вот этого слоя предпринимателей, чтобы они не выпали. Перевозка
пассажирским и грузовым. Вы были премьер-министром, и тогда вы помните это. Значит, мы попросили, мы упрашивали российскую сторону, и в конце концов мы вышли на подписание соглашения о предоставлении экспортного кредита, который первым вопросом у нас шел, и восстановление нашей железной дороги, которая, так сказать, воспринята была отдельными, как говорится, значит, политическими силами в штыки. Этот договор назывался, как говорится, железнодорожная афера. Межправительственный договор назывался аферой. В афере участвуют две стороны, то есть мы и они. Вот такая была постановка вопроса. Парламентские комиссии, значит, расследование на уровне прокуратуры и прочее, прочее. Но в результате сегодня нам железная дорога нужна. Мы ждем, как говорится, эти вагоны. Значит, именно только железная дорога может обеспечить наши потребности в топливе и других, как говорится, продуктах. И товарах тоже. Но, к сожалению, тот фон, на котором мы подписывали эти договоренности с российской стороной, был омрачен и испорчен. Значит, наши партнеры, значит, с российской стороны никак не могли понять, в чем заключается наша афера, когда кредит предоставляется на 10 лет по 2,5% годовых при уровне инфляции на тот период 6-8%. Никак они не могли это понять. Ну и, наверное, мы тоже тогда не смогли, наверное, объяснить, как положено. И в результате имеем то, что до 1934 года мы еще с этим кредитом будем разбираться. Бог даст, мы разберемся, но железная дорога, слава Богу, есть и будет обслуживать нашу республику. Спасибо. Правительство обсудило также работу комиссии по оказанию помощи гражданам, имущество которых пострадало во время стихийных бедствий. В нашей республике мы занимаемся в рамках комиссии по ликвидации последствий стихийных бедствий ураганом, который имел место 4 июля. Давай так, коротко. Вот комиссия на сегодняшний день рассмотрела сколько вопросов по каким районам? Да. Было Какая сумма уже выведена? С 16 июля по 9 сентября 2021 года было проведено 11 заседаний комиссии по ликвидации последствий стихийных бедствий. В работу комиссии материалы были представлены местными администрациями и уполномоченными организациями, их МУПами, РУПами. Все документы в случаях и порядке, предусмотренных законами, поручениями премьер-министра, все документы проходили экспертизу, даже там, где это по законодательству не было необходимости. Суммы были законами нашими устанавливаются, но по вашему поручению все сметы проходили государственную экспертизу на соответствие. Значит, по Голерипскому району, по урагану были рассмотрены материалы на общую сумму 9 миллионов 484 тысячи рублей. Это 17 человек пострадали на 5 миллионов 363 тысячи рублей. 2 квартирных дома на 290 тысяч рублей. И школа в селе Кацекыт на 3 миллиона 830 тысяч рублей пострадала кровля. Это только Голерипский район по урагану 4 июля. Значит, Сухумский район на общую сумму 10 миллионов пострадал, из них это 39 граждан на 4,5 миллиона рублей, 2 многоквартирных дома на 2,5 миллиона рублей, инфраструктурные объекты, 3 объекта пострадало, это Ишерская школа, здание администрации села Ишера и МУП «Дружба» в селе Дзыкута на сумму 2 миллиона 972 тысячи рублей. Это Сухумский район. Гудаутский район. У нас информация, значит, уже приняты решения по Гудаутскому району на 14 миллионов рублей, граждане 54 человека на сумму 12 миллионов 310 тысяч рублей, 2 квартирных дома, объекта на 1 миллион 709 тысяч рублей. Ачамчирский район пострадал на 838 тысяч рублей, значит, получается 15 граждан, на сумму 787 тысяч рублей. Инфраструктура, это администрация в селе Чулов, Дом культуры на 50 тысяч рублей. Город Сухум пострадал, уже решение принято на 75 миллионов 180 тысяч рублей. Из них это граждане, 74 человека, на 11,5 миллионов рублей. А 19 автомобилей почти на 3,5 миллиона рублей. Из них
3 автомобиля принадлежат гражданам Российской Федерации. Пострадали 10 объектов. Значит, это здание МЧС, здание 5-й школы, 1 детский сад, здание Сухумского колледжа, здание управления образования администрации города Сухум, здание детской больницы города Сухум на сумму 26,5 миллионов рублей. И пострадали у нас многоквартирные дома, это 22 дома на 33 миллиона 685 тысяч рублей. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, это данные только по урагану и частично по наводнению от 27.07, но частично. Это в основном ущерб только от урагана. У нас было еще 2 наводнения, которые тоже большой ущерб нанесли инфраструктуре и гражданам. Значит, общая сумма, это получается по районам представленная и рассмотрена на 11 заседаний комиссии, это 109,5 миллионов рублей. Это далеко не все. В работе еще находятся материалы на 199 граждан, 34,5 миллиона рублей, 15 инфраструктурных объектов на 33 миллиона 331 тысячу рублей, 28 объектов, многоквартирные дома на 38 миллионов рублей и, значит, на машины. То есть у нас еще в работе есть вот такая вот информация. У нас по мостам, мост через реку Драмш в селе Лабра пострадал, там нужна регуляция русла реки и ремонт опор моста. Значит, берегоукрепительные работы в реке Кудор были уже проведены. Значит, данные мероприятия предотвратили, значит, наводнение в Гулерипском и Ачимчирском районе. Значит, и, значит, также по решению комиссии оползневые участки ремонтировались. Это в здании НИИПИТа 40 метров подпорной стены были отремонтированы. Значит, также, значит, у нас оползневые участки в селе Анхуа Гудаутского района также были проведены. Значит, Работы были проведены? Да, ну, частично профинансированы. Хотел бы сказать на данном этапе о дизель-генераторе, о резервном дизель-генераторе, который, наверное, придется установить в Гудаутском ковидном госпитале, потому что страховочный дизель-генератор, он необходим. Учитывая наши перепады, учитывая наши текущие обстоятельства с энергоснабжением, не дай бог, если дизель-генератор не включится, чтобы у нас был резервный на головной ковидный госпиталь для Гудаутской ЦРБ. Это вот основное. Спросите, сколько в Краснодарском крае? В 8 раз меньше. Вот вам жестокий пример нашей недисциплинированности. Именно жестокий пример. Если мы сможем этого избегать, то у нас болезнь пойдет на спад очень существенно. На вчерашнее утро в лечебных учреждениях в общем числе находилось 174 человека. Это то количество, которое обычно находилось в июле, в августе в Гудаутском госпитале. То есть есть некая небольшая тенденция положительная, и нам нужно ее сохранить. А то, что люди должны получать доплаты, даже в тех количествах, которые мы можем это делать, да, несомненно, вовремя должны получать. Работа проводится медиками огромная, лаборантами огромная. Мы за это время незаметно исследовали лабораторно 40% населения Абхазии. Вот на вчерашнее утро 40,2% населения Абхазии было исследовано лабораторно. Представляете, какая нагрузка на лаборатории, на людей, которые там работают. Переболело 10,3% населения. Ну, пусть там небольшая будет погрешность. Летальность 1,5. Как бы там ни ругали правительство, кого угодно, чиновников, нить управления процессом не оборвана. Этим занимается серьезно министерство, этим постоянно занимается правительство и координационный штаб. Постоянно, каждый день. Как бы кто ни пытался хулить проводимую работу. Наша же задача другая, не выяснять отношения, наша задача спасать людей. Наша задача вовремя поставлять
в нужном количестве и в ассортименте лекарственные препараты и многое другое. Со всеми трудностями, которые у нас есть. Минфин по этому поводу неоднократно высказывался, называл цифры. Вот где-то недельной давности я вам дам информацию. Прошлый год и этот год ковид забрал чуть более полумиллиарда рублей бюджетных денег. Без спонсорских, бюджетных денег. Борьба продолжается и будет продолжаться, но без элементарной дисциплины эту борьбу сделать эффективной очень трудно. Будут потери, к сожалению, если мы не уйдем от тех показателей, которые я вам сказал. Почему не вакцинируемся? Вот скажите, ответьте на вопрос. Почему такие низкие темпы вакцинации? Сколько времени назад пришло 5000 доз вакцины? На вчерашнее утро примерно 2500 доз ушли в работу. Всего-навсего. На этом рабочее заседание правительства завершилось.